Привет, друзья! Сегодня пятница, 2 апреля. С вами Михаил Сергелей и новый выпуск Nokta Live. Как обычно, в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в Гагаузии и Молдове. Сегодня в выпуске. Фейковый локдаун, его причины и последствия, почему гагаузские политики продвигают интересы социалистов вместо защиты компетенций и граждан Гагаузии, и как молдавские чиновники получили вакцину по блату. Итак, поехали. Молдова вышла на новый уровень идиотских решений. С 1 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения, который уже успели окрестить фейковым локдауном. И это не первоапрельская шутка, это реальность. 31 марта депутаты неформализованного большинства ПСРМ ШОР проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения. По молдавской традиции правительство предложило ввести ЧП без конкретного плана действий. Социалисты и шоровцы объявили в стране ЧП без указания того, какие ограничительные меры будут введены и какие компенсации ожидают пострадавших от режима ЧП. Давайте посмотрим, как это все происходило. Aveți la moment o listă de acțiuni, să zicem, ce se întâmplă în comerț, ce se întâmplă în domeniul educației, ce se întâmplă în alte domenii, în sănătate și așa mai departe, care sunt măsurile compensatorii pe care noi le oferim, sau dumneavoastră o să le oferiți cetățenilor pentru că o să fie afectați. Decizia în urma ședinței Comisiei Situații Excepționale de ieri a venit pe fundalul cifrelor pe care le-ați auzit și dumneavoastră. Nu avem la ora actuală un program prestabilit, venind doar cu propunerea către Parlament să examineze situația în cazul în care se decide instituirea stării de urgență. Se convoacă imediat Comisia Situației Excepționale și iată deja în noua circumstanță noi venim cu propuneri noi. Как можно голосовать за решение без конкретного плана действий и понимания того, какой урон это нанесет государству? Можно, когда введение режима чрезвычайного положения преследует только одну единственную цель – отсрочить распуск парламента на 60 дней. В том, что это решение политическое, признался и сам Игорь Додон. Давайте послушаем. Eu am văzut multe speculații la subiectul de ce s-a introdus stare de urgență. Vreau să confirm că în caz dacă aveam un guvern plenipotențiar, adică un guvern cu drepturi depline, dacă ambasadorul nostru de la Moscova, ca domnul Golvatiu, care muncește în aceste încăperi, dacă avea să fie numit prim-ministru, atunci nu trebuie stare de urgență. Starea de urgență a fost instituită pentru a da atribuții suplimentare Comisiei Situații Excepționale și guvernului care este interimar pentru a gestiona criza. Suntem în situație de criză. Suntem în situație de pandemie. Dumneavoastră vedeți câte cazuri de deces. Da, numărul de cazuri acum puțin a scăzut și cel mai probabil, eu v-am spus, conform dinamicii, săptămâni două să scadă, dar în sfârșitul aprilie, începutul lunii mai, la sigur o să crească din nou. Pentru aceasta trebuie să fim pregătiți. Trebuie schimbat bugetul. Trebuie luat bani de pe unele articole care nu sunt acum actuale și să alocăm acești bani pentru procurarea vaccinilor inclusiv, pentru ajutarea medicilor. Dar cum să facem acest lucru? Dacă președintele țării blochează numirea guvernului. То есть Игорь Додон прямо говорит, если бы премьер-министром был назначен лояльный ПСРМ кандидат, то есть Головатюк, то никакого ЧП в Молдове не было бы. Таким образом, он признает, что это решение не имеет ничего общего с пандемией, общественным здоровьем и интересами граждан. Давайте проследим за ходом этого решения. 3 недели назад, 13 марта, Высший совет безопасности рекомендовал правительству разработать решение о введении чрезвычайного положения на 2 недели с обязательной выплатой компенсации категориям лиц, которые пострадают от этого решения. 3 недели назад рекомендации Высшего совета безопасности о введении чрезвычайного положения раскритиковали и социалисты, и депутаты партии ШОР. Майя Санду хочет убить экономику, кричали они. Однако менее чем через месяц мнение социалистов и партии ШОР о необходимости ввода режима ЧП резко изменилось. После того, как были созданы все необходимые условия для распуска парламента, президент Майя Санду обратилась в Конституционный суд, чтобы суд констатировал обстоятельства для распуска парламента. И в стане неформализованного парламентского большинства ПСРМ ШОР засуетились и стали искать способ не дать президенту возможность сделать это.
Понятно, что еще нет всех условий для распуска парламента. Для этого нужно решение Конституционного суда по запросу президента. Но социалисты и шоровцы не стали дожидаться, понимая, что у Конституционного суда нет других вариантов, кроме как констатировать обстоятельства для распуска парламента. Поэтому стали искать юридические основания, не позволяющие распустить парламент, даже если Конституционный суд решит, что для распуска парламента есть все основания. Единственным обстоятельством, не позволяющим распустить парламент, является введение режима чрезвычайного положения. По закону президент не имеет права распускать парламент в период действия режима ЧП. Поэтому даже если у президента будет решение Конституционного суда, позволяющее распустить парламент, президент не сможет его реализовать, пока действует режим ЧП. Но, с другой стороны, введение режима ЧП не означает, что Конституционный суд не может принять решение, констатирующее обстоятельства для распуска парламента. Если суд констатирует такие обстоятельства, президент просто не сможет издать указ о распуске парламента сразу после принятия решения Конституционного суда. Но президент может издать такой декрет после истечения срока действия режима чрезвычайного положения. Парламентское большинство Додона и Шора просто продлило жизнь этого парламента еще на 60 дней. Отдельно стоит коснуться того, как было принято решение о введении режима чрезвычайного положения. По закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения Республики Молдова чрезвычайное положение объявляется по предложению президента Республики Молдова или правительства. Иными словами, только президент или правительство могут предлагать парламенту введение режима ЧП. В Молдове действует правительство в отставке с усеченными полномочиями. Правительство в отставке не может обращаться в парламент с законодательными инициативами. Остается только президент. Президент с таким предложением в парламент не обращался. Так как же парламент принял решение о введении режима ЧП, если президент не обращалась, а временное правительство не имеет права выходить с законодательной инициативой? Об этом заявила и председатель парламента Зинаида Гречана в начале заседания, которая признала, что парламент находится в деликатном положении, поскольку поступило предложение о введении режима ЧП, предложенное правительством, но поскольку у временного правительства нет права законодательной инициативы, инициативу о введении режима ЧП подали 3 депутата-социалиста. Один из них из Гагаузии, это Александр Суходольский, соавторы инициативы Алла Долинце, любительница есть заму во время заседания парламентской комиссии, и депутат Василий Боля, который на этом же заседании назвал своих коллег из партии ПАС конченными жлобами и другими словами, которые я не буду произносить, чтобы YouTube нас не заблокировал. Этот же депутат Боля хочет стать судьей Конституционного суда. Вот такие времена. Хорошая кампания у социалистов. Один угрожает председателю НСГ засунуть микрофон в одно место, другой оскорбляет своих оппонентов с трибуны парламента. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры и быта. Это же кошмар! Кошмар! Эксперты утверждают, что решение о введении режима ЧП было принято с нарушением процедуры, отмечая именно тот факт, что депутаты не могут инициировать введение режима ЧП. Примечательно и то, что инициативу о введении режима чрезвычайного положения формально зарегистрировали депутаты-социалисты, но представлял инициативу исполняющий обязанности премьера Аурелию Чукой. Меня могут обвинить в том, что мне лишь бы оклеветать решение парламента и инициативу социалистов и их партнеров по коалиции. И что решение на самом деле своевременное, правильное, поскольку гибнут люди, и пандемию надо взять под контроль. И что президент тоже, мол, рекомендовала ввести режим ЧП. Но видите ли, дело в том, что в решении парламента о введении режима ЧП нет ни одной меры, направленной на борьбу с пандемией. Как введение режима ЧП поможет остановить распространение пандемии, непонятно. Зато понятно одно. Во время действия режима ЧП нельзя проводить выборы и массовые собрания. Этот локдаун запомнится не только тем, что он был принят без единого плана действий и стратегий, но и с явными логическими проблемами. В среду социалисты и шоровцы ввели в стране режим ЧП, а в четверг поздним вечером нам были представлены меры, которые, по мнению молдавских чиновников, спасут граждан страны от заражения. Вот вам бриллианты стратегии по спасению от ковида. С завтрашнего дня, то есть с 3 апреля, жителям Молдовы запрещено гулять в парках, находиться в открытых
спортивных и детских площадках, а в Кишиневе и Бельцах введен комендантский час с 11 ночи до 5 утра. Не было представлено никаких предложений по снижению загруженности общественного транспорта и автомобильных дорог. В то же время разрешено находиться в закрытых помещениях в неограниченном количестве, торговых центрах и церквях и посещать спортивные залы. А проводить собрания или митинги под открытым небом запрещено. Очевидно, что этот режим ЧП вводится с одной единственной целью – не допустить проведения досрочных парламентских выборов сначала на 60 дней, потом не исключено, что еще что-то попытаются ввести на какой-нибудь срок. Как говорят многие, 52 депутата держат в заложниках всю страну. Решение парламента о введении режима ЧП содержит меры, ограничивающие только гражданские и политические права. И гражданские и политические права в данном случае ограничиваются не ради обеспечения общественного здоровья, потому что собрание в церкви куда опаснее с точки зрения распространения эпидемии, нежели собрание на политическом митинге под открытым небом. Гражданские и политические права в данном случае ограничиваются ради ограничения гражданских и политических прав. Это единственная цель введения режима ЧП. Не допустить волеизъявления граждан на досрочных парламентских выборах и поставить вне закона любые возможные акции протеста. Временное ограничение гражданских и политических прав ради сохранения жизни и здоровья граждан в демократическом обществе допустимо, но оно должно быть четко обосновано, и это должна быть крайняя мера, когда исчерпаны все другие возможности. Более того, как показывает опыт других стран, не обязательно ограничивать гражданские и политические права ради борьбы с пандемией. В прошлом выпуске я уже говорил, с января по апрель 2021 года выборы прошли или будут проходить в 4 странах-участницах ОБСЕ – Албании, Португалии, Болгарии и Нидерландах. Еще один вопрос, на который не ответило правительство – это исчерпаны ли все меры в борьбе с распространением пандемии, которые, кроме введения режима ЧП. В таких случаях правительство должно было прийти и сказать: уважаемые депутаты, мы исчерпали все меры, сделали все, что могли сделать, но ничего не работает. Поэтому введение режима ЧП – единственная возможность ограничить распространение вируса. Это все должно было быть описано в отчете, где всем было бы видно, что правительство сделало все, что могло, но ничего не помогает. Поэтому да, не остается ничего иного, кроме введения режима чрезвычайного положения. Правительство представило всего лишь навсего отчет на 3 страницах, где просто констатирует историю того, как появилась и распространялась пандемия COVID-19. К примеру, перед введением ограничений в своих странах правительство Румынии представило отчет на 30 страницах, а правительство Франции на 50 страницах. Основание для введения режима ЧП в Молдове, начиная с 1 апреля, стала прихоть лидера ПСРМ, не занимающего в этой стране ни одной должности, который проиграл выборы президента, но который не хочет упускать рычаги власти. То, что происходит, очень напоминает попытку захвата власти. И те, кто в этом участвует, должны хорошенько подумать. Друзья, мы благодарим вас и всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. У нас уже 29 патронов. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про эту возможность и этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в стоимостью в 3 чашки кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Вчера был самый позорный день в истории Гагаузии. Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям были приостановлены выборы в Народное собрание Гагаузии. Позор для Гагаузии и в самом этом решении, и в том, какую реакцию оно вызвало в политических кругах региона. Введение ЧП в стране было направлено на недопущение распуска парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Это очевидно, и никто этого не отрицает. Но дело в том, что в Гагаузии на 16 мая были назначены выборы в Народное собрание. С 17 марта идет избирательная кампания. Она в самом разгаре. На сегодня зарегистрировано более 80 кандидатов, которые активно проводят избирательную кампанию
собрали подписи в свою поддержку, проводят встречи с избирателями. Эти выборы в Гагаузии стали реальной проблемой для Додона и социалистов, которые изменили свое мнение относительно распуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Если еще месяц назад Додон и социалисты говорили о том, что досрочные выборы надо проводить, то после 2 провалившихся попыток назначить правительство и после того, как появилась реальная угроза распуска парламента, Додон заявил, что не допустит распуска парламента. Одним из аргументов, почему нельзя проводить досрочные парламентские выборы, стало то, что у нас пандемия. Это преступление проводить выборы в пандемию, заявляют социалисты. А вместе с ними и все остальные депутаты парламента, не желающие распуска парламента. И тогда все стали задавать вопрос, как это нельзя, а как же выборы в Гагаузии, в которых участвует и партия социалистов. Что в Гагаузии нет пандемии, поэтому выборы в Гагаузии стали серьезной проблемой в аргументации социалистов, не желающих проведения досрочных парламентских выборов. Тогда Игорь Додон, еще раз напомню, человек, который в этой стране не занимает никакой должности и с треском проиграл выборы президента, заявил, что обратится к своим коллегам в Гагаузии с просьбой отменить выборы в Народное собрание. И коллеги Игоря Додона в Гагаузии взяли под козырек и исполнили эту просьбу. Исполнить это решение им помог парламент своим решением о введении режима чрезвычайного положения. И как вы знаете, в условиях режима ЧП закон запрещает проведение выборов. Можно было бы, наверное, принять это как должное, но остается много вопросов без ответов. Когда ввели режим ЧП, в Гагаузии начали обсуждать, как это отразится на выборах. Это должно было решить Народное собрание Гагаузии, поскольку НСГ – единственный орган, уполномоченный назначать выборы в Народное собрание. Это прописано в законе, в уложении Гагаузии и законе об особом правовом статусе Гагаузии, Гагаузии. Но дело в том, что НСГ никто даже спрашивать не собирался. Вчера вечером комиссией по чрезвычайным ситуациям Гагаузии было принято решение о приостановлении избирательной кампании по выборам в Народное собрание Гагаузии на период действия режима чрезвычайного положения, то есть с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Как проходило заседание КЧС Гагаузии, где принималось решение о приостановлении выборов в Народное собрание, рассказал член КЧС, вице-спикер Народного собрания Александр Татарнавский. Давайте послушаем, как это было. Я хотел прокомментировать вчерашнее заседание КЧС, потому что являюсь его непосредственным участником. И из первых уст, как Иван Георгиевич, послушайте, пожалуйста. Значит, вчера примерно в 19:30 вечером поступило в нашу группу сообщение о том, что будет заседание КЧС по обращению депутата Народного собрания. В 19:30 пригласили, это все онлайн, проект постановления приложили в 19:30, в 20 часов попросили, чтобы мы проголосовали. За 30 минут надо было это все изучить. Я когда увидел обращение, точнее приглашение на заседание, я подумал, что что-то срочное в связи с чрезвычайным положением необходимо, может, людям помочь, еще какая-то иммунизация или вакцинация, или выделение средств. Оказывается, обращение связано с нашими выборами. Проект постановления, который представила КЧС, я своим коллегам написал в группе, что оно противоречит закону об особом правовом статусе Гагаузии, статье 12, потому что исключительно компетенция Народного собрания, назначение и организация проведения выборов депутатов Народного собрания. В проекте постановления, вы его уже, наверное, видели, средств массовой информации, предлагалось, что Центральная избирательная комиссия назначит дату выборов после прохождения ситуации чрезвычайного положения, и вообще приостанавливается вся выборная кампания, в связи с чрезвычайным положением. Я своим коллегам написал и более того сделал ссылку на закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что члены комиссии не все являются представителями исполнительного комитета, не все являются депутатами Народного собрания. Там есть и медики, работники общественного здоровья, которые, в принципе, могут и не знать каких-то деталей, нюансов. И вы знаете, вот в результате этой дискуссии, такой электронной, к сожалению, только я один проголосовал против этого решения, все остальные высказались единогласно. И знаете, какое чувство? Мы иногда обращаемся к нашим коллегам с Кишинева, которые атакуют закон об особом правовом статусе Гагаузии, говорят о его несовершенстве, о том, что он устарел морально.
Мы с вами каждый год торжественно отмечаем годовщину принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. На уровне рабочей группы Георгий сопредседатель, мы стараемся защитить статус этого закона, усилить. Он признан всем европейским сообществом. Мы говорим о том, что он имеет особый статус, хотим, чтобы он имел специальным органическим законом, либо конституционным законом. И в то же время мы в Гагаузии не уважаем и не соблюдаем нормы, которые даже никто не оспаривает. Исключительная компетенция именно Народного собрания проведения назначения выборов депутатов Народного собрания. Поверьте, мы все законопослушные люди и понимаем, что чрезвычайное положение мы обязаны в соответствии с законом перенести, отменить. Можно по-разному интерпретировать. И 16 мая невозможно будет провести выборы, но не должен орган, который создан в Гагаузии, даже не законом местным, а просто действует на основании положения исполнительного комитета, подменять собой законодательный орган автономии и брать на себя такую ответственность и такие компетенции. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны с вами, мне кажется, обсудить это и не осудить, а обсудить. И мы, депутаты Народного собрания, должны принять решение, связанное с выборами в Народное собрание Гагаузии. Я хочу вам сказать, что мне позвонил с парламента руководитель юридического управления. Это было еще, когда я не вышел на работу, и в парламенте обсуждался вопрос, связанный с введением чрезвычайного положения. Он мне сказал, что это решение обсуждается, будет принято, и, пожалуйста, вы, депутаты Народного собрания, рассмотрите вопрос, связанный с тем, что делать с вашими выборами, учитывая, что они попадают на этот 60-дневный срок. И вы знаете, люди с Кишинева уважают закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что он национальный закон. Патовость ситуации заключается в том, что в КЧС обратился никто иной, как спикер Народного собрания Владимир Коса, то есть избранный председатель единственного органа, который вправе решать судьбу выборов в автономии, намеренно делегировал право назначить или отменять выборы в Гагаузии комиссии по чрезвычайным ситуациям. КЧС возглавляет исполкомовский клерк Иван Калиоглу, начальник управления строительства. Это назначенный чиновник, подчиненный Башкана Ирины Улах. Ивана Калиоглу не выбирал народ, и никто не делегировал ему решение таких важных политических вопросов, как назначение или отмена избирательного процесса в Гагаузии. Такой поступок Владимира Коса некоторые депутаты склонны объяснять его близкими отношениями с исполнительным комитетом и исполнением приказов, или просьб Башкана Ирины Улах. Коса это отрицает. Мне, как жителю Гагаузии, сложно объяснить логику добровольного унижения статуса и компетенции Народного собрания Гагаузии тем, кто был избран председательствовать в этом органе. Итак, КЧС приостанавливает выборы в Народное собрание в нарушение закона, чему все очень дружно удивились. Почему удивились? Даже в Кишиневе люди из числа тех, кто в Гагаузии считается противником расширения и усиления компетенций Гагаузии. Что же делает наша политическая элита? Вы меня простите, но поведение народных избранников после того, как об них практически вытерли ноги, напоминает хаотичный бег курицы, которой отрубили голову. На заседании Народного собрания депутаты метались от одного решения к другому. Один говорит, отменим выборы в НСГ, что из разряда назло кондуктору куплю билет, пойду пешком. Второй говорит, нужно обратиться в Конституционный суд. Третий говорит, что выборы надо проводить и не принимать решение КЧС во внимание. Какой-то консолидированной позиции, какого-то элементарного плана действий у депутатов просто нет. И вишенка на торте. На фоне запрета массовых собраний в одном из ресторанов Гагаузии Башкан собрала экономический совет, третий за последние несколько месяцев. Это такой завершающий, мощнейший плевок в лица депутатов Народного собрания и лица электоральных конкурентов, которых оборвали на полпути. Это также плевок в лицо всех граждан Гагаузии, чье право избирать и быть избранным просто взяли и отменили. Я повторюсь, государство может пойти на ограничение гражданских и политических прав граждан, но это должна быть крайняя мера. И она должна быть очень хорошо обоснована. Но совершенно очевидно, что выборы в Гагаузии хочет отменить Игорь Додон и партия социалистов, потому что не хотят проведения досрочных парламентских выборов. Свое нежелание проводить досрочные парламентские выборы Додон и социалисты аргументируют пандемией. На этом фоне выборы в Гагаузии выглядят нелогично.
Введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией. Его цель – не дать возможность провести досрочные парламентские выборы. И выборы в Народное собрание в данном случае попали просто под раздачу. Все в Гагаузии это прекрасно понимают, в том числе и политическая элита. Понимать понимают, но ничего поделать с этим не могут, ну или не хотят. Гагаузская политическая элита должна была встать единой стеной на защиту полномочий и компетенций автономии. Башкан, член правительства Ирина Влах, при принятии Кабинетом министров решения о введении режима ЧП должна была встать и сказать: коллеги, у нас выборы, это решение очень сильно подводит жителей Гагаузии. В Гагаузии не принят бюджет. Отсрочка выборов говорит о том, что эта ситуация затянет его принятие на много месяцев. Гагаузские депутаты могли сказать: ЧП может быть введено только на части территории Молдовы. Дайте нам самим решать, устанавливать режим ЧП на территории Гагаузии или нет. Но никто этого не сказал. Вместо этого Башкан и социалисты из Гагаузии побежали обслуживать хотелки своего политического лидера. Политический класс Гагаузии показал свою несостоятельность и неспособность защищать интересы жителей и полномочия Гагаузии. Если раньше это означало бы конец карьере многих действующих лиц, начиная от Башкана и заканчивая депутатами, то сейчас это просто будни Гагаузии, рядовое событие. Умные люди говорят: не давай советов, если тебя не просят. Но я позволю себе высказать свое мнение относительно того, как должно было поступить Народное собрание в этом случае. Тем более речь идет о компетенции Гагаузии, а это касается каждого жителя Гагаузии, в том числе и меня. Более того, прошу прощения за нескромность, но считаю, что Пилигрим Дема, организация, которую я возглавляю, хорошо продвинулась в изучении вопросов автономизма. Поэтому считаю возможным и необходимым высказаться по этому вопросу. Одно из возможных решений, которое может принять Народное собрание, это обратиться в Конституционный суд Республики Молдова. У Народного собрания есть право обращаться в Конституционный суд, если парламент принял решение, ущемляющее компетенции Гагаузии. Решение парламента о введении режима чрезвычайного положения ущемляет право Гагаузии в вопросах организации и проведения выборов. А организация и проведение выборов, Народное собрание и выборов Башкана – это единственная компетенция Гагаузии, которая никем в Кишиневе не оспаривается. Если по другим компетенциям Гагаузии у многих в Кишиневе возникают вопросы, то в вопросе организации и проведения выборов в Народное собрание и выборов Башкана ни у кого никогда вопросов не возникало. Более того, эта компетенция Гагаузии неоднократно признавалась множеством решений судебных инстанций, делегировавших своих представителей в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и утверждавших результаты этих выборов. То, что Гагаузия может обратиться в Конституционный суд и опротестовать решение парламента о введении режима ЧП, говорю не только я, говорят и кишиневские эксперты. Давайте послушаем мнение эксперта Теодора Cârnață. Dacă adunarea populară din Găgăuzia are dreptul să atace decizia Parlamentului de azi la Curtea Constituțională, mai ales în situația când alegerile din adunarea populară din Găgăuzia sunt în plină desfășurare. Da, unul din subiecții cu dreptul de a se sesiza este adunarea populară, însă îi pot ataca acele acte care îngrădesc anumite drepturi legate din statutul acestei unități administrative autonome. Și în legătură cu faptul că se petrec aceste alegeri în luna mai, s-ar putea în cele de urmă să se adreseze la Curtea Constituțională. Но депутаты Народного собрания даже не хотят рассматривать эту возможность, несмотря на то, что среди них есть депутаты, которые предлагают такой вариант. Глядя на сегодняшнее заседание, у меня возникло ощущение когнитивного диссонанса. Депутаты начали с критики и возмущения относительно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии о приостановлении выборов в Народное собрание. При этом депутаты, которые громче всех возмущались решением КЧС Гагаузии, сами убеждали всех принять решение об отмене выборов. Так если вы предлагаете отменить выборы в связи с введением режима ЧП, что вас не устраивает в решении КЧС Гагаузии, которое по сути делает то же самое? А может, депутаты возмущены тем, что КЧС Гагаузии опередил Народное собрание и принял это решение раньше? Зачем Народному собранию принимать решение об отмене выборов, когда это решение уже принято без Народного собрания? Решение Народного собрания ничего не изменит, выборы уже отменили. Или, возможно, депутаты хотят принять такое решение, чтобы подтвердить законность решения КЧС Гагаузии. В любом случае, это не те решения, которые должно принимать Народное собрание в этой ситуации. Задача Народного собрания – защищать компетенции и полномочия Гагаузии. Решение Народного собрания об отмене выборов
подтвердит заведомо неконституционное решение парламента о введении режима ЧП, которое к тому же ущемляет компетенции Гагаузии. Потому что, еще раз повторюсь, введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией, а нацелено только лишь на ограничение гражданских и политических прав граждан, в том числе и граждан, проживающих в АТО Гагаузии. Народное собрание должно приложить все усилия для защиты этих компетенций и прав. Но Народное собрание не хочет использовать этот законный инструмент в своем арсенале и обратиться в Конституционный суд. Так же, как оно не использовало этот инструмент, когда была принята реформа центральных органов власти, лишившая Гагаузию налоговой инспекции, чем ущемили компетенции Гагаузии в области администрирования налогов. Я понимаю, что проще критиковать Башкана, и в этой ситуации ее есть за что критиковать. Но уже очевидно, что Башкан озабочена не Гагаузией, а реализацией воли своих политических боссов, не имеющей ничего общего с интересами автономии. И беспокоит в этой ситуации больше всего то, что Народное собрание не делает ничего для предотвращения нескончаемых попыток ущемления полномочий Гагаузии. У Народного собрания появилась реальная возможность осадить тех, кто использует Гагаузию в своих политических играх в ущерб интересам и компетенциям Гагаузии. Но Народное собрание упорно не хочет использовать эту возможность. Тем самым способствует подрыву компетенций и статуса Гагаузии. И понятно, почему Башкан ни разу за последние полгода не пришла на заседание Народного собрания, но уже в третий раз за 3 месяца проводит бесполезное мероприятие под названием «Экономический форум Гагаузии», где непонятные личности из Кишинева с очумелым взглядом рассказывают историю про то, как космические корабли бороздят Большой театр. Потому что знает, что Народное собрание либо не мешает, либо поможет реализовать политические задачи, которые ставят перед ней боссы из Кишинева или из Москвы. И если жители автономии не дадут адекватную оценку такому поведению гагаузских политиков, то это означает начало конца гагаузской автономии. Друзья, вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению «Пилигрим Демон». Вам это не будет стоить ничего. Эту сумму удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о переводе 2% подоходного налога в поддержку Нокта вы можете узнать на сайте Нокта, нажав на главной странице сайта кнопку 2%. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Вакцины сначала куметру, а потом врачам. Все мы знаем о куметризме и непотизме, распространенном в Молдове. Но многие, в том числе и я, надеялись, что, по крайней мере, вакцина достанется в первую очередь тем, кому она жизненно необходима. Не только для сохранения их жизни, но и сохранения жизни других. Прежде всего, медикам, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизни тысяч людей. Но в Молдове некоторые чиновники решили, что им вакцина нужнее. Причем нужнее им оказалась более дорогая из вакцин, Pfizer, а не AstraZeneca. Это полное днище и абсолютный позор для тех, кто воспользовался своим служебным положением, чтобы получить доступ к вакцине. Даже не получить, а фактически забрать ее у медицинских работников. Никакие отговорки не могут оправдать такое поведение. Как вы знаете, кампания по вакцинации проходит в 3 этапа. Первый этап предусматривает вакцинацию медицинских работников, персонала и бенефициаров домов престарелых, центров временного и долгосрочного размещения. В рамках второго этапа прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем. Второй этап начался 31 марта. До начала второго этапа вакцину получили около 700 человек, не относящихся к категории лиц, подпадающих под второй этап. По информации президента Майи Санду, 688 человек, получивших первую дозу Pfizer, относятся к категории родственники, а 139 человек – это сотрудники государственных учреждений. Первая информация о том, что вакцину вместо медиков получили местные чиновники, появилась в эти выходные.
В том, что в Ельнинском районе получили вакцину чиновники, бизнесмены и даже родственники врачей, не входящих в первый этап, сообщил председатель района. Он обратился в прокуратуру. О предпринятых мерах пока ничего не известно. В очередной раз отметилась и Гагаузия после недавнего объявления, что в Гагаузии нет медиков, желающих вакцинироваться вакциной AstraZeneca. Майя Санду сообщила, что 21 доза вакцины Pfizer, предназначенная для Чедрлунги, пропала. Президент сообщила об этом в эфире Журнал ТВ в среду вечером. На следующий день с утра до обеда журналисты портала Нокта пытались связаться с ответственными лицами в Гагаузии, чтобы узнать, куда делась 21 доза вакцины Pfizer. Нам ответили, что выясняют. К обеду пресс-служба Башкана разродилась на комментарий. В надменном тоне клерки из исполкома заявили, что заявление президента об исчезновении вакцины не соответствует действительности и упрекнули СМИ за распространение якобы недостоверной информации. По информации директора Центра общественного здоровья Гагаузии Ивана Хаста, произошла ошибка при регистрации вакцины, но они были направлены сотрудникам детского реабилитационного центра. То есть по факту до обеда следующего дня некоторые ответственные лица в Гагаузии действительно не сдали, где вакцина. Но клерки из команды Ирины Влах решили упрекнуть и президента, и журналистов за распространение якобы недостоверной информации. Манипуляция в стиле пропагандистов, а не государственных служащих. После этого скандала в управлении здравоохранения за получением информации сказали обращаться не к ним, а напрямую к советнику Башкана по средствам массовой информации. Децентрализация и прозрачность по-гагаузски. Помимо вакцины, медицинская система Гагаузии снова прославилась на всю страну. И снова повод не очень хороший. Журналисты-расследователи из Молдовы Кураты, рассказали, как исполком за деньги Европейского Союза приобрел 2 аппарата УЗИ по завышенной цене. Для покупки этих аппаратов исполком объявил тендер посредством процедуры переговоров без публикаций. И закупил технику у фирмы, которая была создана за 2 недели до этой покупки. Фирму возглавляет волонтер организации «Наш», которая позиционирует себя как благотворительная, но руководство которой баллотируется в Народное собрание Гагаузии. Учредитель и, судя по всему, лидер организации «Наш» Виктор Петров выступал с антиевропейскими лозунгами перед выборами президента. Однако это не помешало волонтеру этой организации получить деньги от Европейского Союза. Как и не мешало гагаузским чиновникам проводить избирательную кампанию с использованием проектов ЕС и маршировать перед вторым туром президентских выборов под песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» с фашистами в поддержку Додона, где под фашистами, очевидно, понималась оппонент Додона, проевропейский кандидат и ее сторонники. Так вот, исполнительный комитет закупил эти аппараты у едва созданной фирмы по цене на 156 тысяч лей, дороже, чем у официального дистрибьютора. Учитывая, что тендер был проведен по процедуре переговоров без публикации, исполком сам выбирал, с какими фирмами вести переговоры и заключать договора. Закупка оборудования напрямую у дистрибьютора без посредников позволила бы сэкономить 156 тысяч лей. Чтобы узнать, кто дистрибьютор, много времени и усилий не надо, это минутное дело. Где осели эти деньги Европейского Союза, в кармане у пророссийского активиста или в кармане у гагаузского чиновника, мы не знаем. В любом случае речь идет или о халатности и лени государственных служащих, либо о коррупции, что одинаково плохо для Гагаузии и ее жителей. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкелий. Увидимся через неделю в новом выпуске Nokta Life. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. У нас уже 29 патронов. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране.
На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в стоимость 3 чашек кофе. Вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению «Пилигрим Дема». Вам это не будет стоить ничего. Эту сумму удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о переводе 2% подоходного налога в поддержку Nocta вы можете узнать на сайте Nocta MD, нажав кнопку 2% на главной странице. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.